Вот эти слова, они на что указывают? Содержат указание на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был и пророком, и посланником. Слова автора. 23 года пророком, посланником, на что указывают? Что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был и пророком, и посланником. И пророком, и посланником. И автор говорит, что Аллах сделал его пророком, не спаслав ему суру, начало суры Аль-Алaq. То есть, такие аяты Икра. Икра бисми раббика лази халак. Первые 5 аятов. Читай во имя Господа твоего, который создал. Так, неспослание вот этих аятов ознаменовало, что начало пророчества. Что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком. Наби по-арабски. Наби. И сделал его посланником, не спаслав ему аяты «Я айюхаль муддассир». О завернувшийся. Кум фанзир. Встань и увещевай. С этого момента Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стал не только пророком, но и посланником. Каждый посланник, он является, расуль по-арабски, является пророком. Но не каждый пророк, что является посланником. То есть посланничество это нечто, что большее, чем пророчество. Пророк это тот, кто получает откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. При этом он сам руководствуется этим, доносит его до какого-то своего ближайшего окружения, для тех, кто с ним согласен, для тех, кто с ним на этой религии, на единобожии, до них доносит. Это пророк. Пророк тот, кто получает откровение вообще от Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое откровение? То, что не спосылает Аллах Субхану ва Тааля из своего знания через ангела, или не спосылает он, или через завесу говоря с пророком, открывает ему. Хорошо, разные пути передачи откровения. Итак, пророк Наби это кто? Тот, кто получает знание, откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. А Расуль это кто? Расуль это тот, кто передать должен послание людям, которые находятся на другой религии, на религии, противоречащей религии, с которой пришел пророк. А пророк, посланник приходит с какой религии? Таухид, с религии Таухида. То есть передает ее людям, которые не на Таухиде, не на единобожии. Хорошо? Это отличие посланников от пророков. Еще, пророк, он оживляет шариат, вероустав, с которым пришел посланник до него, Расуль. Хорошо, он возрождает, он оживляет этот шариат, он призывает к следованию ему. А посланник, он является с новым вероуставом, как правило. Хорошо, с новым шариатом, как правило. Это еще отличие пророка от посланника. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был и пророком, и посланником. Пророком стал, автор говорит, когда? Когда было ниспослано, были ниспосланы аяты первые из суры Аль-Алaq, то есть слова какие «Икра» и далее. «Икра» – «читай». Это первое, что было ниспослано ему как пророку. Первое, что было ниспослано ему как посланнику, с этого началась уже его миссия как Расуль. Это слова «Я айюхаль муддассир», «О завернувшийся». Поэтому иногда можно слышать или читать в некоторых книгах слова ученых о том, некоторых ученых, что первое, что было ниспослано Мухаммаду, это «Я айюхаль муддассир», «О завернувшийся». Можно иногда встретить такие слова ученых, что первое, что было ниспослано, это что? «Я айюхаль муддассир». Некоторые люди удивляются, как это так? Икра, это же было первым ниспослано. Мы говорим, в этих словах ученых нет никакого противоречия тому, что вы знаете. Первое, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, как посланнику, да, «Я айюхаль муддассир», как посланнику. Понятно это?